Здравствуйте, дорогие первоклассники! Мы начинаем урок музыки. Меня зовут Елена Наильевна, я учитель музыки гимназии номер 3. На прошлом уроке мы с вами познакомились с музыкальными инструментами. Сегодня фея Муза приглашает нас в художественные галереи и увидеть картины, где изображены музыкальные инструменты. Тема нашего урока – звучащие картины. Но для того, чтобы начать урок, мы должны с вами пройти распевку. Приготовили свои ладони. Левую ладонь обратите к себе, а правой рукой показывайте ноты. Распевка у нас будет называться «В ополе береза стояла». Это русская народная песня. Давайте мы с вами представим, что наша рука – это нотный стан. На нотном стане 5 линеечек. Проверим, где живут наши ноты. Нота до на добавочной линеечке, нотка ре под первой линеечкой, нотка ми на первой, фа между первой и второй, соль на второй, ля между второй и третьей, си на третьей и до второй октавы между третьей и четвертой. Итак, мы готовы с вами к распевке. Приготовились? Поем сольфеджио. Ля-ля-ля-ля, соль, фа, фа, ми, ре. Ля-ля, до, ля, соль, соль, фа, фа, ми, ре. Ми, фа, соль, фа, фа, ми, ре. Ми, фа, соль, фа, фа, ми, ре. Молодцы, ребята. А теперь определите, пожалуйста, какой лад звучал в этой распевке. Правильно, у нас есть мажорный лад, есть минорный. Это хороводная песня, исполняется в миноре. А сейчас мы с вами споем эту распевку со словами под аккомпанемент оркестра народных инструментов. В ополе береза стояла, в ополе кудрявая стояла. Люли, люли стояла, люли, люли стояла. Я пойду погуляю, белую березу заломаю, люли, люли заломаю, люли, люли заломаю. Срежу я с нее 3 пруточка, сделаю из них я 3 гудочка. Люли, люли, 3 гудочка, люли, люли, 3 круточка, а 4-ю балалайку, а 4-ю балалайку, люли, люли, балалайку, люли, люли, балалайку. Молодцы, ребята! Распевка прошла на славу. Вы можете еще спеть эту песню со своими друзьями, взять в руки разные инструменты, и у вас получится целый оркестр. А теперь я вам предлагаю песню от маленького савояра, мальчика, который путешествовал по дороге со своим другом Сурком и шарманкой. Шарманка – это механический музыкальный инструмент. Там не нужно знать нот, просто крутить ручку. А вы спросите, зачем же мальчику сурок? Дело в том, что сурки поддаются дрессуре. И эти дрессированные сурки могут показывать разные фокусы. Таким образом, мальчик мог найти себе пропитание и жилье. Немецкий композитор Людвиг ван Бетховен сочинил песню от имени маленького мальчика-савояра, который путешествовал со своим другом Сурком и научил его различным фокусам. Вместе с шарманкой они развлекали публику. Сейчас мы с вами споем песню «Сурок». Из края в
край вперед иду, сурок всегда со мною. Под вечер кров себе найду, и мой сурок со мною. Кусочки хлеба нам дарят, сурок всегда со мною. И вот я сыт, и вот я рад, и мой сурок со мною. Ich komme schon durch manches Land, avec Jammermonte, und immer was zu essen fand, avec Jammermonte. Avec si, avec la, avec la marmotte. Avec si, avec la, avec la marmotte. Мы услышали с вами эту песню в оригинале на немецком и французском языках. А теперь, ребята, мы должны сравнить с вами русскую народную песню и песню композиторскую «Сурок». В чем же сходство этих песен? А в чем различие? Вы правы, обе песни звучат в миноре. Но песня народная не могла сохраниться в нотах, а композитор передал следующим поколениям свою песню в нотном отображении. Переходим к следующей картине нашей галереи. Вы видите, изображены 3 музыканта. Обратите внимание, какой инструмент лежит у них на коленях. Правильно, мы с вами знакомы с этим инструментом. На этом инструменте играли многие герои былин. И Садко, и Добрыня Никитич, и Алеша Попович, и даже прославленный Баян из сказания о полку Игореве. Несмотря на то, что этот инструмент старинный, есть еще музыканты, которые владеют профессиональной игрой на гуслях. Если вы смотрели проекты музыкальные по телевидению, то вы наверняка видели исполнителей гусляров. А сейчас мы переходим к следующей картине. Эта картина изображена в виде пейзажа. Но мы видим, что музыкант, который изображен на этой картине, играет на знакомом нам инструменте свирель. Вы знаете весеннюю сказку «Снегурочка»? Композитор Римский-Корсаков написал для своего главного героя, пастушка Леля, прекрасную песню. Пастушок мог играть не только прекрасно на свирели, но и пел. Этим-то он и обворожил Снегурочку. Послушайте, пожалуйста, песню Леля из оперы «Снегурочка». Туча с громом сговаривалась, ты греми, гром, а я дождь разолью.
Спрыснем землю весенним дождем, то-то цветики возрадуются, выйдут девицы за ягодами, след и молодцы увяжутся. Лель-мой, вы посмотрели картинки с изображением Леля и почувствовали, какая природа, какой пейзаж. Сейчас мы переходим к следующей картине. Дорогие первоклассники, живопись очень богата по жанрам. И мы видели с вами не только пейзажи, но и портреты. Обратите внимание на этот портрет. Здесь изображен чудо-ребенок. Этот мальчик с самого раннего детства был очень одаренный, и поэтому его называют вундеркинд. А зовут его Вольфганг Амадей Моцарт. Его папа умел играть на скрипке, на клавесине. И заметив, что его маленький Вольфганг так увлечен звуками, стал его обучать музыке. И с самого раннего детства Моцарт покорил всех слушателей. Перед вами Моцарт за клавесином. И такая звучащая картина называется «Портрет». Дорогие первоклассники, обратите внимание, что на портрете может быть изображен не только один человек. Вы видите целую семью. Были популярны музыкальные вечера. Обратите внимание на одежду, на прически, на музыкальные инструменты. И вы придете к выводу, что это не наши дни. Мы не можем быть современниками этой картины. Переходим к следующей картине нашей галереи. Вы видите инструмент, который появился после клавесина. И сейчас любой желающий может научиться играть на фортепиано. Перед вами портрет великого композитора Сергея Васильевича Рахманинова. Картины галереи. Дорогие первоклассники, изучив эту картину, вы можете задать вопрос.
кто изображен на этой картине? А где музыкальные инструменты? А помните, мы с вами говорили, что самый драгоценный инструмент у человека – это голос. Перед вами великий бас мира. Федор Иванович Шаляпин начинал свою творческую жизнь у нас, в городе Уфа. И на улице Ленина установлен памятник Федору Ивановичу Шаляпину, потому что у него состоялся дебют в городе Уфа. И всю свою творческую жизнь он дружил с Сергеем Васильевичем Рахманиновым. Если вы внимательно посмотрите на картину, то вы сделаете вывод, что это картина с какого-то праздника. Правильно, это масленичное гуляние. Художник Кустодиев уговорил Шаляпина нарисовать этот портрет. Рядом с ним его любимый бульдог, а позади любимые дочки Марина и Марфа. Сейчас мы послушаем голос великого Шаляпина. На этой картине, ребята, изображен великий немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах. Обратите внимание, он играет на органе. Орган – это самый большой музыкальный инструмент. Его называют королем инструментов. Спросите вы, почему? Потому что возможности органа очень широки. Он состоит из множества деревянных металлических трубок, которые могут издавать звуки от самых высоких до самых низких. Сейчас мы с вами послушаем звуки органа. Просмотрев нашу галерею картин, вы можете сделать вывод, ребята. Чем же похожи эти картины? Правильно, на них изображены музыкальные инструменты разных эпох. Вы хорошо потрудились. А теперь мы переходим к следующей композиции. Она называется «Скульптура». Много на свете трав, да цветов, да такой вот только один. Летом распускается прекрасный цветок-зонтик у самой опушки леса, привлекая людей красотой, ароматом своих пчел-собирателей сладкого нектара для целебного меда. В народе он зовется курай. Много красивых легенд в башкирском народном эпосе прославляют это растение. В Башкортостане цветок курая занимает почетное место. Ценит башкирский народ чудный цветок, считая его символом всех родов и народов. Курай является одним из 7 чудес Башкортостана. И если вы внимательно смотрели на символы нашего государства, то вы увидели семицветие. Прослушайте, пожалуйста, стихотворение Абдулхака Игибаева «Курай». Когда я слушаю курай, то радость льется через край. Неприхотлив и невелик курая песенный родник. Тростинку срежу я в лесу, домой с собою унесу. И только дуну в свежий срез, как зашумит уральский лес. И зажурчит наверняка в ней мелодичная река. Держу курай в родном краю, я песни звонкие пою.
Музыкальный символ Башкортостана – гимн. Ребята, я попрошу вас встать, потому что это торжественная песня, которая исполняется стоя. Можете пригласить своих домашних. Башкортостан, кингикле азиз ер, халкыбыздың изге ватаны, Сауыралдан қалқабар тарафқа, туған елдің тыныс алтаны. Дан кеңе Башқұртыстан, илін хүйген азат халқынадан. Рәсәй менен бүйік бір дәмлікті, сәске от Башқұртыстан. Башкортостан, отчизна дорогая, ты для нас священная земля. Сурово солнце сходит, озаряя наши горы, реки и поля. Славься наш Башкортостан, судьбой народу ты для счастья дан. С Россией мы едины и всегда. Процветай, Башкортостан! Спасибо вам за исполнение. Присаживайтесь. Ребята, каждый гражданин должен знать гимн. Мы с вами сегодня узнали много произведений живописи, которые звучат, много разных инструментов. Творческое задание вы можете выбрать сами. Все в мире приходящее, а искусство вечно. Я желаю вам успехов в учебе, здоровья и до новых встреч!